Экономить бюджет личный помогают альтернативные источники энергии. Об этом говорят предприниматели, а также жители республики, которые используют новейшие технологии. О каких суммах идет речь, расскажет Дмитрий Тымыров. 10 километров от села Владимировка, местность Айбенкёль. У небольшой избушки десяток солнечных панелей. Установили в 80-х годах. Энергии хватает для здания научно-исследовательского полигона Института космофизики. Полная автономия. Ученые изучают колебания магнитных полей и электромагнитные сигналы. Полностью все электропитание у нас происходит с помощью аккумуляторов, которые заряжаются солнечными панелями. Они у нас стоят с 80, я даже точно не могу сказать, с 80-х годов. В целом суммарная мощность достигает порядка 2,5–3 киловатт. Энергия от панелей питает ноутбук, измерительные приборы, освещение и телевизор. К полигону можно подвести традиционное электричество, но тогда работа ученых на смарку. То есть это уменьшает уровень и помех, которые создаются, допустим, дизель-генераторами или системами электропередач. Сегодня солнечные панели – это не нонсенс. Панели старого образца устанавливались под определенным углом. То сейчас швейцарцы придумали свою новую технологию. Новые панели теперь устанавливаются под разным углом и питают солнечную энергию с разных сторон. Тестирует разработку Владимир Сыромятников. Он установил солнечные панели на крыше собственного офиса. Разработчик предоставил их бесплатно. Как влияет якутский холод на оборудование? Показания снимает каждый день. Они на сегодняшний день выдают электроэнергию. Даже бывает, что облачные погоды или туманные погоды все равно выдает какая-то вот энергия. И мы сейчас смотрим, считаем, сколько можно получить энергии в таких условиях. Если швейцарская разработка покажет себя с наилучшей стороны, то ее смогут использовать не только горожане, но и сельские жители. Главное преимущество – экономия. Не только для людей, но и всего региона. Особенно когда в межсезонье возникают проблемы с доставкой энергоресурсов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск, Владимировка.